Братан, если ты хочешь, чтобы такой контент жил на канале, ставь лайк и пиши комментарий. Обязательно сделай это, если тебе это нравится. Итак, пацаны, всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Антон. И недавно я выпустил ролик, где Хабиб Нурмагомедов подрался против Кинг-Конга. Кто не видел, я оставлю ссылку в описании, а также должна выскочить подсказка вверху видео. И под этим видео чел оставил комментарий: давай видос Хабиб Пария, боты пусть дерутся, и ты делаешь ставку на того, кто победит. То есть чел этот знает, что у меня был раньше такой контент, когда какие-то супер бои, я сталкиваю двух ботов, какой бот побеждает, на того я ставлю ставку, а потом эту ставку разыгрываю. Сегодня можно провести такой же поединок, где подерутся Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пария. Друзья, хочу сообщить вам о том, что ребята с OneX настоящие профессионалы, работающие быстро и надежно, поэтому переходи на мой твиттер и получи свой подарок. Для того, чтобы участвовать, ребята, в розыгрыше, розыгрыш я сделаю в прямом эфире на своем стриме, вы должны написать просто имя, за кого вы будете болеть. То есть за Хабиба, значит, пишите Хабиб. За Дастина, значит, пишите Дастин. Ставить я буду 1000 рублей. На Хабиба, конечно же, будет очень маленький коэффициент, но что сделаешь, ребята, я отдам победителю вместе со ставкой. То есть 1000, и сколько там на Хаба будет кэф? 1.20, может быть, максимум. Ну, 1200 он выиграет. Я думаю, что это неплохая сумма для карманных таких расходов, скажем. И перед началом поединка я хочу вкратце показать, как же создали разработчики этих двух ребят. Нажимаю, и перед вами появляются перки бойцов. Ставьте на паузу, изучайте, я скажу вкратце. У Хабиба Нурмагомедова все перки на борьбу и на тейкдауны. У Дастина все перки на стойку. По общей информации. Ну, тут размах 178 на 183, вес у них один и тот же, и возраст, кстати, тоже один и тот же. Нанесение ударов. У Дастина очень хорошая стойка, прям великолепная. У Хабиба Нурмагомедова выделяется блок и мощность. Грэпплинг. Здесь все понятно. Дастин Пария в этом аспекте очень сильно отстает от Хабиба. Ну, а Хабиб это, наверное, лучший борец в UFC. Выносливость. Ударная выносливость у Хабиба страдает, а у Дастина наоборот страдает выносливость в грэпплинге. Выдержка у Хабиба чуть-чуть побольше. Здоровье. Ну, здесь практически все одинаково, так скажем. Они на одном и том же уровне находятся по здоровью. Друзья, я прекрасно понимаю, что многие не смотрят выход бойцов, особенно если это игра. Он никому не интересен, поэтому я его сделаю очень и очень коротким. You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves. This has been one of the most highly anticipated matchups for a long time. And ladies and gentlemen, strap yourselves. Ну что же, дорогие друзья, Хабиб Нурмагомедов слева, Дастин Пария справа, и у нас начинается первый раунд. Так, не проявили уважения, что здесь, что там, друг другу бойцы, хотя здесь кулачки тянули, но смелости не хватило коснуться до друг друга. Зато мы будем сейчас смотреть, как они будут друг друга метелить. Очень агрессивно начинают оба бойца, то есть идут хорошие размены. Тейкдаун. Я не знаю, почему Дастин Пария только что не смог защититься от этого тейкдауна. 40 секунд понадобилось дагестанскому бойцу для того, чтобы перевести своего оппонента на канвас. Так, будет ли перевод? Нет, Хабиб Нурмагомедов справляется. Дури ему не занимать. Так, пытается накрасить сразу своего оппонента, чтобы он начинал заливаться кровью с самых первых минут, чтобы ему было неприятно, чтобы появились сечки. Оказывается, Хабиб Нурмагомедов в опасной позиции, но Дастин Пария не осмелился там бороться, к примеру, провести его. Первое оглушение. Хорошо очень поймал Дастин только что апперкотом борца. Так, не дает провести ему тейкдаун. И сейчас, на самом деле, как будто потерялся Хабиб. Хватает за ногу, и не знаю, почему-то потом он отпускает. Может, ноги у Дастина воняет. Хер его знает. Так, и опять проход в две ноги. Поднимается, постурап, ground and pound. Не дает он стянуть себя. Локти. Дастин видит. Очень жестко сейчас приходится Дастину. Ну, вот этим он и будет спасаться. То есть он может ловить руки. Я не помню вообще, у Дастина есть ли болевой или удушающий прием вот с этой позиции, когда он ловит руку. Если он есть, то Хабиб Нурмагомедов должен быть очень осторожен. Сейчас у нас происходит реверсал, и Дастин оказывается в топ-маунте. Так, пытается он его скинуть, но не получается. Дастин, кстати,
имеет хороший параметр проведения болевого приема, то есть он отсюда может спокойно провести рычаг локтя, ловит руку Хабиб Нурмагомедов и... Да, гард. Очень жестко борьба, на самом деле очень интересная, то есть это не просто там залеживание, здесь бойцы делают реверсалы, друг друга пинают. Вот сейчас, к примеру, Хабиб Нурмагомедов пытается накрасить Дастина Порье к Новому году, и Дастин опять переводит его, блин, в топ-маунт. Как это возможно вообще? Посмотрите, что Дастин творит с такими параметрами борьбы. Вот отсюда вот нужно быть очень аккуратным Дастину, потому что Хабиб может задушить тебя. Будет ли Хабиб переходить в позицию сайд-контроля? Это его любимая позиция. Не дал Дастину подняться. Вот она, вот она. И все, ребята, сразу же крусификс. Но 23 секунды, и я думаю, что Дастин доживет. На самом деле, это очень хороший показатель бойца. В этой игре, если ты дожил с Хабибом до второго раунда, это очень круто, потому что я уже 1000 боев посмотрел с Хабибом, и он всех или душит, или забивает крусификсы в первом раунде. Очень хорошо здесь степнул Дастин, и потом сразу же пробил апперкот. И Хабиб это почувствовал, он понял, что у Дастина есть мощь в руках, также у Дастина есть хороший перк-контур ударника. И он начал отходить назад, начал паниковать, начал, вот, смотрите, брать в клинч. Дастин это все видел, отталкивал. Не знаю, сколько, кстати, он потратил выносливости. Вот эти все реверсалы, когда он переворачивает, ловит руку и переворачивает топ-маунт, они очень затратные по стамине. Ну что же, блин, очень интересный у нас бой получается. Мне нравится. Я думал, что все будет очень быстро в первом раунде. Кстати, друзья, можно поставить, если Хабиб, к примеру, побеждает, можно поставить, в каком раунде он победит. Тогда коэффициент будет намного больше. Если победит Дастин, то на Дастина точно хороший кэф. Хорошую комбинацию только что провернул Дастин. Потом был локоть плюс боковой. Ой-ой-ой, фронтом. Блин, сейчас в опасности Дастин, потому что после такого промаха, как он только что это выполнил, он был без стамины. Видит уже, немного подпривык Порье. Защищается уже более-менее от тейкдаунов Хабиба. Блин, опа. И что это такое? Я не понимаю. Почему ты его отпустил? Так, начинаются переговоры. Так, пошли уже фейки от Хабиба. Он начинает подстраиваться под Дастина. Он понимает, что не так все просто. Отсюда Дастин может подняться к сетке. Фейкует выходом. Хабиб переходит в позицию хавгарда. Поднимается и начинается граунд энд паунд. У Хабиба Нурмагомедова, напоминаю, есть перк на граунд энд паунд, друзья. То есть он намного сильнее бьет. Стягивает обратно, не дает подняться. И опять Дастин ловит. Пока что у Дастина хорошая реакция. Колотушечки. Ну, ребята, на кого я сегодня поставлю тыщенку? Нет, Дастин, ты что, не понял, брат? Ну и сразу же лезет еще раз. Ну зачем это делать? Сейчас он спокойно перейдет в хавгард. Нет, Хабиб ждет. Нет, перешел. Топ-маунт. Топ-маунт и рычаг локтя, ребята. Топ-маунт и рычаг локтя. Вторая минута, даже можно сказать 3-я минута второго раунда. Дастин пытается. Правое окно практически заполнено. Хорошо. Очень интересно складывается бой. Я даже кайфую, как будто смотрю настоящий. Но в настоящем я буду очень сильно переживать за Хабиба. Меня вообще трясет, когда он бьется. Также меня трясло, когда Джереми Стивенс дрался против забита Магомед Шарипова. Меня трясло, ребят. Вот реально, я так болею за наших пацанов. Сейчас многие скажут, бля, он там с Дагестана и так далее. Ай, ладно, не хочу я про эту тему. Давайте лучше о том, что Дастину пора начинать флиртовать с аптечкой, так как он очень много пропустил ударов в партере. И также ни в коем случае не будем забывать, что любые блокировки от Хабиба Нурмагомедова тратят выносливость Дастина Порье. И это будет сказываться в следующих раундах. Хабиб Нурмагомедов не дает стянуть себя, и сейчас Дастин просто спасается тем, что он поймал руку. Так, ребята, я не понимаю, что вы там делаете? Позиция постурапа опять, начинается локти. У Дастина как будто очень слабая стамина, и он ловит Хабиба Нурмагомедова на гильотину, друзья. Гильотина у Дастина Порье очень хорошего уровня, то есть это продвинутый уровень, потому что, как мы видим, она делается в 4 позиции. 9 секунд, 6 секунд. Нет, наверное, все-таки не хватит.
Не хватило времени, а мне кажется, что он смог бы его задушить. А мне кажется, что он смог бы его задушить, пацаны. Вот это бой. Вот это, конечно, круто. Давайте посмотрим лучшие моменты второго раунда. Но, по сути, там все идет в борьбе. Вот нам показывают, как Дастин поймал Нурмагомедова на гильотину. Но ему не хватило времени. The OG Ariane Celeste in the building with us tonight. Третий раунд. Дастин Порье. Красава, реально красава, мужик. Апперкот. Пытается он работать так амбиционно, и только что потряс он Хабиба Нурмагомедова хорошим боковым. Хабибу приходится пятиться назад. Отбивается он джебом, то есть показывает дистанцию, к которой нельзя Дастину подходить. Так, удачный бросок. Спиной об земелечку, бамс. Даст ли он пройти ему в спрол? Нет, не дает. Здесь Дастин находится в очень опасной позиции. Но нет, спрол прошел. Отсюда у него есть вариант подняться в клинч. Он пытается это сделать. Будет ли удушающий? Нет. Здесь ему нужно пытаться не дать пройти Хабибу Нурмагомедову за спину, а также просто... Блин, браток, что же такое вообще? Как ты так мог потерять голову? Ну, теперь ты обязан менять паспорт, потому что по-старому тебя уже не узнают. После таких ударов, после таких травм. Братишка, первым делом вылечись, а потом меняй паспорт. Я не знаю, как ты столько пропустил, что ты просто расплылся, как желе по октагону. Я думал, что, будут какие-то действия от него. Я поэтому и не говорил, что ребята в опасности находятся, Дастин Порье и так далее. Я это не говорил. Я просто смотрел и смотрел. Но мощи дагестанского бойца хватило, чтобы пробить до конца башку Дастину. Просто пробить через блок. Опасно. Ну что же, друзья, давайте посмотрим официальное решение. И я поставлю на Хабиба Нурмагомедова 1000 рублей. Если бы я сейчас был бы на стриме, то я мог бы спросить, типа, ребят, давайте поставим на третий раунд, к примеру, победа в третьем раунде. Если вы наставите кучу комментариев, я подожду ровно сутки. Вот сутки после выпуска. Если на комментарии... Вот я напишу его, к примеру, свой комментарий. Ставим на Хабиба победа в третьем раунде. Там коэффициент будет очень большим. То есть он будет намного круче, чем 1.20, 1.30, 1.40. Если там набирается 300 лайков, даже 400 давайте, я делаю такую ставку. По статистике поединка все перед вами. 1 оглушение у Хабиба, 2 оглушения у Дастина Порье, контроля очень много у Хабы. Ну, Дастин Порье тоже неплохо, посмотрите, проконтролировал 2 минуты. По судейским оценкам было все одинаково. То есть какой-то раунд даже Дастин забрал. Да, вот этот раунд забрал Дастин. Именно по акцентированным ударам и по оглушению. Ладно, не будем задерживаться, друзья. Для участия пишем или Хабиб, или Дастин. То есть, если вы болеете за Хабиба, пишите Хабиб. Если за Дастина, то за Дастина. И вы участвуете в нашем розыгрыше. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.